полетай. В открытый космос лечу, кометы огибая. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся. Закинув лески вдали, ловим мы корабли, рисуем время в пыли, мы в Сальвадоре дали. Над этой бездной воржи, мне глаза завиши, рисуем время, дыши его, закрой, держи. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся, 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 невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Песня «Улыбайся» из репертуара Айова в исполнении прекрасной Анжелы Жирковой. Кстати, дорогие телезрители, очень хорошая примета начинать свой личный Новый год с города женщин. У Анжелы наш день рождения. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Спасибо большое, что украсили наш эфир. Дорогие телезрители, а мы начинаем. Ведь и улыбайтесь, дорогие наши, ведь счастье в каждом из нас и вокруг нас. Давайте его находить и искать. Наши любимые телезрители, мы очень по вам соскучились, нас долго не было, но мы вернулись и постараемся сделать нашу передачу сегодня очень интересной. Вы смотрите «Город женщин», а мы традиционно начинаем нашу передачу с рубрики Юлианы Ким «Фабрика идей». А мы давай посмотрим. Ну что, дорогие друзья, сегодня в своей рубрике «Фабрика идей» я хотела бы вам рассказать, как сделать гламурный органайзер для карандашей. Он у нас будет изготавливаться из обычной досочки, такой деревянной, и стаканчиков. Также нам понадобится для украшения жемчуг и акриловая краска в виде баллончика. Итак, давайте мы с вами начнем. Вот первый стаканчик я уже попробовала покрасить. Мы берем обычный стакан, открываем красочку и вот таким вот образом мы красим. Вот мне сейчас редакторы говорят, что подошла моя помощница. Я прошу тебя подойти ко мне. Подходи. Как тебя зовут? Настя. Настя. Очень приятно. Меня зовут Юлиана. Очень приятно. Сегодня мы будем делать органайзер для карандашей. Да? Ты мне поможешь? Смотри, ты когда-нибудь красила акриловой краской? Нет. Просто обшикай вот так вот. Чуть-чуть, чуть-чуть вот издалека. Давай вот эту досочку. У нас такой получается золотисто-болотный цвет. Мы должны полностью покрасить сейчас эту досочку. И еще один стаканчик. Достаточно. И вот возьми стаканчик, третий. У нас всего будет на досочке стоять 3 стаканчика, которые мы впоследствии разукрасим жемчугом, и у нас будет такой красивый гламурный органайзер для карандашей. Давай это поставим сюда. Давай. Вот, который можно также использовать и как косметичка. Ну, то есть можно туда положить косметику, помаду. Так, Настя, расскажи о себе. Ты вот в каком классе учишься? В какой школе? 17-я. 17-й школе, да? Угу. Что ты, с чем ты к нам пришла? Что ты хочешь нам рассказать? Не знаю. Не знаешь? Настя, нам сказали, что ты очень любишь заниматься рукоделием. Расскажи Юляне, чем ты любишь заниматься? Рисовать.
рисовать, да? Ну, я скажу, что вот Настя, у нас сегодня дочка нашей героини, она пока что не моя ученица, и я хотела бы Настю пригласить на свои курсы рукоделия. Приходи, Настя, ко мне, я тебя научу красить, вязать, шить, лепить из полимерной глины и так далее. Ну вот, а сейчас мы должны дождаться, когда высохнут наши стаканчики. Потом с помощью клея-пистолета мы приклеим, ну, развернем стаканчики и приклеим их к доске. И затем украсим по краю жемчугом, приклеим клеем-пистолетом. Вот, собственно, и все. То есть такая несложная, правда, поделка? Единственное, знаете что? Я такую поделку хотела сделать еще в начале первого сезона, но я не могла найти ни досочку, ну, то есть стаканчики-то я знала, можно купить в любом магазине посуды, да? Ну вот я недавно наткнулась в магазине на эту досочку, и все, звезды сошлись, И я всё поняла, что мне все-таки сложилось, да, придется сделать наконец-то? эту поделку, да, этот органайзер, и я думаю, что в конце передачи я покажу, что у меня получилось. Ага. Здорово, мы будем, как всегда, ждать. Уверена, Настя тебе отлично поможет. А мы продолжаем, дорогие телезрители. Приятные мелочи могут принести огромное удовольствие и поднять всем нам настроение, особенно если мы ищем подарки дорогому нам человеку. Смотрим сюжет. Впереди самые волнительные дни для родителей и детей, ведь так близко выпускные в детских садах, школах и университетах. Самое время отправиться за подарками воспитанникам и учителям, чтобы приятные мелочи поднимали настроение и напоминали о хорошем. Но что же подарить? В магазине Моди всегда подскажут. Ученику, который заканчивает старшие классы, можно преподнести в подарок различные канцтовары, тетради. Также у нас есть вещи для спорта и отдыха, что будет актуально не только для учеников, а также для учителей. Это очень замечательные палатки, коврики, различные аксессуары для отдыха. Также у нас есть товары для животных, которые будут приятно получить тем, кто держит питомцев. Сейчас большую популярность набирают боксы. То есть это коробочки с большим наполнением, где очень много разностей, вкусностей, интересностей. Ты открываешь свой подарочек и видишь там много-много всего, у тебя разбегаются глаза, и сейчас это очень модно, все это любят и доставляет большое удовольствие людям. То есть можно сложить туда и вкусняшки, и посуду, и какие-то сувениры. Можно положить туда замечательную открыточку с надписью. Очень будет приятно тому, кому вы это подарите. Можно собрать разные цветовые гаммы, можно выбрать различные товары. Также у нас очень много интересных деталей интерьера. Это могут быть аромасвечи, тоже будет приятно получить такое в подарок. Можно собрать бокс из сладостей, добавить туда косметику, также какие-то маленькие милые вещички, игрушки, спиннеры. Они до сих пор в моде, поэтому приходите, мы всегда будем вам рады. И бесплатно упакуем ваш подарок, если вы того пожелаете. Специальная команда дизайнеров разрабатывает каждый год новую коллекцию, которая отвечает всем современным трендам. Не обязательно приобретать дорогие вещи для того, чтобы удивить. А сейчас я хочу вам рассказать о 3 самых милых, необычных, замечательных подарочках, которые вы можете преподнести своим близким. Есть вот такие классные оригинальные часы, они на силиконовой основе, и их фишка в том, что циферблаты вы можете поменять по своему усмотрению. У нас есть как выбор ремешочков разноцветных, так и различные циферблаты. Их можно даже менять под свое настроение. Следующий классный подарок – это органические леденцы для всех тех, кто следит за своим здоровьем. Есть разные вкусы с лепестками лаванды, с тыквенными семечками и листьями шпината. Это будет очень оригинальный, необычный подарок. Плюс очень прикольный, милый, креативный. Третий суперкомплект – это оригинальная ручка-перо для ваших мыслей, мечтаний, идей, которые обязательно сбудутся, если вы их напишете именно этой ручкой. И, конечно же, хорошенькие разные блокнотики, тетрадки с прикольными принтами. Подарки всегда приносят радость и остаются в памяти надолго. Выбирайте вещи от скуки и дарите самым дорогим людям свое внимание. Я так люблю места, где можно найти подарки всем и в одном месте, чтобы не Всё и бегать сразу. по всему городу.
Мне кажется, Рита нашла как раз такой вот выход из ситуации. Спасибо нашему корреспонденту Маргарите Макаровой, как всегда интересно. А мы продолжаем наш сюжет, нашу передачу. Вы смотрите «Город женщин», и мы продолжаем. И к нам в гости пришла Лора Слепцова, руководитель первой в республике международной школы развития эмоционального интеллекта, психолог, почетный работник общего образования. А почему мы ее пригласили? Чтобы разобраться, что же такое эмоциональный интеллект, ведь говорят, что даже некоторые специалисты говорят, что лучше развивать эмоциональный интеллект для успеха, чем даже IQ. Лора правда? Димовна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Прекрасно выглядите. Благодарю. Давайте немножко объясним нашим телезрителям, что же такое эмоциональный интеллект. Ведь сколько людей, столько и мнений, что же это такое. Я рада, что попала опять на вашу передачу. Я согласна с вами. Действительно, эмоциональный интеллект – это про то, как быть счастливым и успешным. И определений, естественно, много, потому что очень многие ученые над этим работают, много исследований проводят. Но я придерживаюсь определения именно авторов теории эмоционального интеллекта. Это профессора Ельского университета Джон Майер и Питер Селлови, ныне директор Ельского университета. И вот в конце 80-х они проводили, по результатам своих исследований, написали свой научный труд и в 90-м году представили научному сообществу, что эмоции также являются информацией, да, то есть они являются частью общего интеллекта. И более того, они являются основой, можно так сказать, поскольку эмоции, они связаны тесно с мышлением. Да? Эмоции влияют на память, на внимание, да, как мы знаем, и на мыслительные процессы. Эмоции можно, эмоциональный интеллект можно развивать с самого детства, да? Да, лучше развивать с самого детства, поскольку мы, взрослые даже, да, иногда бывает так, что мы сами не справляемся с эмоциями, да, а если мы будем обучать этому наших детей с самого раннего детства, понимать, что происходит у них внутри, да, какие эмоции они испытывают, понимать причины этих эмоций, и тогда они будут более уверенно развиваться, у них, значит, они будут проявлять свой природный потенциал, у них будет развиваться также, значит, мыслительная деятельность, то есть IQ будет выше, я А думаю. ребенок должен понимать прежде всего свои эмоции или же эмоции другого человека? Да, это очень хороший вопрос. Действительно, мы начинаем с себя. То есть эмоции – это как информация, как сигналы, которые идут изнутри, что происходит во внутреннем мире. Да? Это как вот светофор, который говорит о том, что-то там происходит, какая-то есть потребность, которую надо удовлетворить. И когда мы к этому относимся здраво и учимся считывать эти эмоции, использовать эту информацию для достижения своих целей, а также и управлять, да, в будущем, то, естественно, это расширяет, естественно, диапазон проявления человека, да, во всех его жизненных, Как вы относитесь к тому, что сферах. вот IQ вот развивается для работы, а эмоциональный интеллект для карьеры? Мгм. Да, правильный вопрос. Интересно. Действительно, для того, чтобы достичь успехов в профессиональной карьере, необходимо, наверное, развивать эмоциональный интеллект, поскольку мы работаем с людьми. Да? В профессиональной сфере нам важно понимать не только себя, но и понимать состояние эмоциональное других людей и управлять этим, да, и тогда мы достигнем больших успехов и будем более эффективны в достижении своих целей. А также мотивировать людей, да, если это руководитель, то он будет понимать, как мотивировать, как вовлекать в свое дело. Вот понимание того, как справляться с эмоциями, означает ли оно то, что есть какие-то ненужные эмоции или какие-то вот обязательные, да, возможно, эмоции, да, которые стоит развивать или контролировать, управлять ими? То как их можно поделить?
Спасибо, очень хороший вопрос, потому что эмоции — это наша жизнь, да? Это проявление нашего внутреннего мира, и поэтому нельзя сказать, что есть плохие эмоции или хорошие эмоции. Эмоции, они Имеет разные, место быть имеют все. место быть, поэтому их нужно принять таковыми и использовать эти эмоции, понимать и управлять, да, получается. И этому мы обучаем детей. И, А вообще вот мы народ, который живет на севере, довольно сдержанный в Безэмоциональный. своих эмоциях, в любых, будь то радость, будь то злость, иногда не поймешь по человеку. Вот Да. нужно ли учиться вот проявлять сиюминутную эмоцию? Иногда же говорят, сдержись, посчитай до 10. Так нас так и воспитывают с детства, то, Ну что вот, нельзя да. показывать на людях вот какие-то вот. Что нельзя себя да. полностью, как будто обнажаешься перед людьми. Да, есть, это связано с культурой, наверное, да, в разных культурах, да, менталитет разный, поэтому по-разному к этому относятся, но это может повлиять на установки, да, то есть если мы придерживаемся сдерживания своих эмоций, то эта энергия, она куда идет? Копится. Да, она копится, и где-то она может Потом найти выход. Оседает, да? Выход. Поэтому важно обучаться этим методам. И я думаю, сейчас люди знают об этом, и поэтому занимаются медитацией, йогой, как справляться с этой энергией внутренней, да? А вы обучаете только детей или взрослых тоже? Потому что мне кажется, что начинать-то нужно прежде всего с себя. Да. И ребенок берет пример и полностью копирует ваше поведение. Как вы себя ведете, так и ребенок ведет себя. Да, согласна. И здесь родители обращаются. А когда они приходят к нам, они говорят, это нам нужно прежде Да, всего, конечно. взрослым. И действительно я согласна с тем, что дети смотрят и копируют. И очень интересно бывает, когда общаешься с детьми, смотришь на них, они даже иногда некоторые дети не показывают радость, да, оказывается, видимо, так, ну, радость, видимо, какие-то установки в семье, да, или, например, бывает, что у детей очень много злости они показывают, да, и если это, например, отрицается, что нельзя показывать, у них может появиться чувство вины, что я могу расстроить свою маму, да, а ребенок любит свою маму, не хочет расстраивать, и, естественно, он не понимает, что происходит с ним, потому что физиологические изменения это происходит внутри, то есть там кровь приливает, значит, пульс учащается, да, что с ним происходит, никто ему не объясняет. А если мы будем, родитель будет объяснять своему ребенку, я вижу, по внешним признакам, да, я вижу, что ты расстроен. Давай поговорим. Знаем, Что вы ты помогаете чувствуешь? справляться вот со всем Да. этим, да? Проживать эмоции. Большие Именно планы проживать. на лето, давайте немножко об этом расскажем. Да, и у нас впереди самая чудесная пора с позитивными эмоциями, да. Здесь выплескиваются, наверное, все такие, да, хорошие, положительные. Радость мы проявляем открыто, да, нежели зимой, может быть, да. Больше движений, действий в теле, да. То есть дети бегают, прыгают, и взрослые тоже, да. Поэтому летние интенсивы у нас проходят в виде расширенных летних интенсивов для подростков с очень интересным квестом. Обычно мы, да, и ну, подготовили такую программу очень интересную, что дети сами будут снимать фильм, да, об эмоциях и проявлять свою, учиться суперсиле, и будут исследовать и, значит, снимут фильм. А более младшие, они будут обучаться эмоциональной грамотности, эмоциональной азбуке, да, точно так же, как ноты. Нужно понимать, что есть эмоции базовые, которые у всех людей одинаково проявляются и чувствуются. И мы вот обучаем этой азбуке. Вначале нужно... А с какого возраста научиться. можно и эффективно начать изучать эту азбуку эмоциональную? Можно, ну, по нашей практике, это с 4 лет, когда дети Когда ребенок понимают. начинает понимать все. Уже разговаривает. Вот так можно интересно, да? коммуникацию. Да. Когда детям говоришь, пойдем к психологу, они, естественно, будут Да. не хотеть туда идти. А если им сказать, что давай пойдем на квест или снимать фильм будем, заманивают, так, то они с радостью туда пойдут. Да. А как вы продумываете вот это в зависимости от возраста, от пола или от чего это зависит?
Программы у нас уже готовые. Это международная сеть развития эмоционального интеллекта. В 20 странах она уже работает, уже выросло целое поколение в течение 20 лет. Даже наблюдали за молодыми людьми, да, как они обучались, и выявили, что, оказывается, эти люди, молодые люди, они по сравнению со своими сверстниками более успешны в профессиональной сфере, и финансово, и более удовлетворены, счастливы в своей личной жизни. Кстати, А вот... вот Давай, Маша. говорят, что учиться никогда не поздно. Да. А взрослым уже, которые состоялись и в профессии, казалось бы, в жизни, можно ли начать развивать свой эмоциональный интеллект? Да, конечно, в любом возрасте. Нужно. Да, нужно, согласна. Поэтому, то есть это означает, мы начинаем обращать внимание на себя, на свои внутренние, да, переживания, да, на то, как мы ощущаем и чувствуем, то есть на свои чувства. Если мы раньше добивались в профессиональной сфере каких-то высот, обращая внимание на внешние цели, мотивы, да, то есть нас привлекало, например, достижение чего-то, это внешняя сфера жизни, а есть еще внутренняя, о которой мы никому не говорим, и, значит, это вот чувство и ощущение, переживания. В любом случае, эмоциональный интеллект, он помогает человеку справиться со своими эмоциями, и особенно, наверное, это помогает в работе и в спорте, да? Когда мы готовимся к какому-то выступлению, или же готовимся подойти к начальнику, да, что-то у него спросить или сказать, как не сильно волноваться, да, и в то же время решить все проблемы. И тоже так же и в спорте. Да, Есть же такие виды спорта, когда надо эмоции подавить, например, стрельба из лука, да? да. Если и, кстати говоря, не, ну вот, любой вид спорта, потому что вот люди, которые соперники, да, между собой, они любят давить, Да. психологически давить на своего соперника, чтобы он почувствовал свою неуверенность, чтобы проиграл в итоге, да? Вот такие вот всякие Чтобы моменты, выиграть чтобы еще до погасить, начала мне кажется, соревнований, да, очень полезно и спортсменам к вам обращаться, не только обычным, ну, людям. Я думаю, что так, Да, да? согласна на 100%, потому что именно в спорте вот эти эмоции могут помешать достичь цели, если человек направлен на личные, да, какие-то цели. Да. То есть он не будет понимать своих эмоциональных целей и что происходит вокруг. А здесь есть эмоциональные ключи, по которым мы, например, понимаем, что происходит со мной. Я задаю вопрос, это когнитивная способность, то есть, да, я задаю себе вопрос, как я выгляжу, что я делаю, что сейчас происходит вокруг, какая цель у меня, что я должен делать, да? И тогда появляются стратегии выхода из нежелательных или трудных, сложных ситуаций. И как раз та злость, которая, возможно, противник хочет нас вывести из колеи, вот эту энергию направить именно на достижение и вот из лука, например, точно в цель попасть. Да. Да, Потому что на энергию тренировках можно попадать каждый раз в десятки, да, а Да. когда на соревнованиях ребенок начинает теряться, и рука дрожит там, и так далее. Это что-то, видимо, Это из я личного просто, опыта, да? Ильяна Занимается этим стрельбой из лука, занимается. поэтому... Но он у меня спокойный, поэтому справляется. А, наверное, по Лора- темпераменту дети в том числе, да, отличаются, и как у них эмоции проявляются, скорее всего, по-разному у всех. И подход нужен как разный, или всегда есть какая-то одна схема, скажем так, подхода к этому? Да, тип темперамента это природное, да, то есть это Уже заложено. связано с нервной системой, да, с процессом возбуждения, торможения заложено, и он проявляется именно в критических ситуациях наиболее ярко, да, холерик там проявляет себя, или флегматик, например, да, более со стабильной нервной системой, но здесь, значит, мы как бы энергию ребенка смотрим, как ребенок проявляет, в каких ситуациях, да, и подход, естественно, персональный, да, все по-разному проявляют себя. То есть активный ребенок может проявлять эмоции уже, да, как бы. Да, он более будет более энергичен, более активен, да, и при этом более стеснительный ребенок, он не стесняется, если он начинает этим понимать, какая у него эмоция, да, он не замыкается, а он успокаивается,
расслабляется, и у него возникают уже стратегии, как я могу себя вести. Он разотождествляется от своих эмоций, что это не он плохой, а значит, ситуация такая. Да, и что он может сделать. И здесь он начинает думать о себе позитивно. Важно сформировать у ребенка позитивную я-концепцию. Да, да, что я вот такой-то умный, хороший. Принять, да? Да. А сейчас же очень модно арт-терапию проводить. Вы как к этому относитесь? Да, я, конечно, согласна. Арт-терапия – замечательное выражение эмоций через творчество, да, через разные материалы. Это и в творчестве человек, каждый человек, и взрослый, и ребенок начинает чувствовать себя, да, вот он внимание обращает на свои внутренние ощущения, поэтому он раскрывается через творчество, он может развивать эмоциональный интеллект. Кстати, у нас новая программа арт-терапия включена в программу летних интенсивов тоже. А ваши курсы, они рассчитаны на какой период? Неделя, месяц? Ага, летом это такие, значит, интенсивы, они состоят из... Каждый день, да? Это 4 раза в неделю, 12 занятий. Это самые лучшие выжимки из общего такого, из общей программы, получается, мастер-классы. Значит, ну вот по поводу творчества я абсолютно с вами согласна, потому что когда ты занимаешься творчеством, ты слышишь, начинаешь слышать себя, да, свои мысли. Иногда даже какие-то идеи приходят во время творчества, и в то же время человек успокаивается. Это такой некий секрет гармонии. Да, да. Эмоциональный фон восстанавливается, особенно это очень полезно для женщин. да. Поэтому я всех всегда призываю творить. Да. И даже если человек думает, что вот я не умею рисовать, да, просто можно попробовать. Сейчас же много всяких курсов проводится, поэтому я считаю, что это очень даже полезно. Да. И мне кажется, творчество такой процесс разнообразный, и каждый может найти что-то свое, Да, даже если он абсолютно считает себя абсолютно без таланта. А вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то упражнения, что ли, да, какие-то техники, которые можно выполнять дома самостоятельно? Что бы вы посоветовали? Авторы, значит, вот, теории эмоционального интеллекта, они говорят, что эмоциональный интеллект измеряем. Это понятие есть измеритель эмоций, да, и можно каждый день измерять свои эмоции, да, по каким показателям? По показателям энергии и такого общего настроения, да, приятного настроения или неприятного. Таким образом мы понимаем, что какие потребности у нас есть. На что обратить внимание. Спасибо большое. Здорово. Спасибо большое, Лора Дидимовна, что раскрыли нам такую глубокую, широкую тему. Наверняка еще не до конца. О которой еще да? можно разговаривать долго, да. Так что, дорогие телезрители, вы следите за городом женщин. Если есть вопросы к Лоре Дидимовне, обязательно нам пишите, мы ей зададим напрямую. А пока уходим на короткую рекламную паузу. Вы смотрите «Город женщин», и мы отправляемся в путешествие вместе с красным чемоданом. Наша постоянная рубрика с Катей Кириллиной. Привет всем, мои дорогие любители приключений. Очень рада снова приветствовать вас в моей рубрике «Красный чемодан», где мы с вами вместе учимся быть финансово грамотными, чтобы регулярно путешествовать. Напоминаю, наш проект подразумевает бережливое, грамотное отношение к вашим личным финансам, которое позволит частенько путешествовать, и чтобы это не зияло какой-то громадной дырой в вашем семейном бюджете, и давалось вам очень легко и просто. В течение месяца мы выполняем 4 разных задания, одно из которых откладывать из зарплаты. Как только ее получили, отложили либо на карточку, либо под матрасик, на ваш выбор, и забыли про них. Следующее задание у нас подразумевает поиск дополнительного дохода. То есть это может быть любой дополнительный доход, кроме вашей зарплаты. Также мы экономим. Золотое правило этого
задание, то, что сэкономлено, равно заработано мной, получается, для моего путешествия. И последнее задание – это расхламление, о котором мы будем говорить чуть позже. А сегодня я хочу затронуть, опять же, тему бережливого отношения к нашим средствам – это экономия. Экономия на продуктах питания – моя любимая тема, да, о которой я могу рассказывать вечно, что подразумевается под этим. Продукты Думаю, то, что питания – это беспокоит такая… всех и Да, каждого. беспокоит каждую хозяйку, не только хозяйку, в принципе, всех членов семьи. Это такая перманентная статья расходов, которая никуда вот не может деться. Без продуктов мы никак. И вот как можно грамотно к этому подойти, я вам сейчас постараюсь рассказать. Сегодня будем говорить вообще, как в общем экономить семейный бюджет и как избежать каких-то вот излишков. Продуктов, которые приходится выкидывать по причине того, что вы их не успели употребить. Итак, я рекомендую отовариваться продуктами раз в неделю. Можно выбрать какой-нибудь выходной, либо пятничный вечер, благо у нас магазины сейчас работают допоздна, и затариваться продуктами на неделю вперед. Вот. Обязательное правило – это не ходить в магазин на голодный желудок. Потому что, когда вы ходите за продуктами, по пути домой с работы? это ни в коем случае нельзя. Поэтому в будние дни, я бы не рекомендовала вот как раз-таки ходить за продуктами, потому что это, скорее всего, будет идти после работы. Когда вы голодные, Ты потом еще раз советуешь выйти. раз в неделю, лучше поесть и выйти, тоже вариант. да, Катя, раз в неделю советуешь ездить на оптовку. На оптовку, супермаркет, это уже как бы дело вкуса. Но без фанатизма там Без закупаться. фанатизма, да, я не, А то потом я бы не всё. сказала, что нужно бегать по всем оптовкам, ища какой-то самый недорогой продукт. Это не экономия. Это, во-первых, съест у вас очень много времени, Да. времени, и вот это все таскать туда-сюда, обратно в машину, да, мне Да, кажется, да. не очень. Лучше один Не раз очень прийти в удобно. какой-то магазин, Да. там есть все, да? Ну, это мой выбор, да. В принципе, это у каждого свой Мгм. подход, скажем так. Вот, идем на полный желудок. Желательно одна, либо с подружкой, которая также настроена как бы с полным желудком и настроена экономить семейный бюджет. И на со продукты. списком, наверное. Да, к этому мы еще придем. Да, вот получается одна. Почему? Потому что когда Не вы вариант, да? ездите за продуктами с детьми, они начинают вас дергать. Мама, я хочу там пюрешку, я хочу конфету, я хочу пряники. Муж миллион тоже, да, лишних бывает. Я сладостей. хочу там шашлык, я хочу покушать, я голодный. Ну, в общем, начинается всякое такое, что может выбить нас из колеи, вот такого грамотного шопинга, скажем так. И вот, как правильно Юлиана заметила, обязательно нужно завести шопинг-лист. Что это означает? Это список продуктов, которые мы Необходимо купить на неделю. на неделю, да, то, что мы можем употребить. Мгм. Причем крупы, в принципе, да, какие-то вот бакалею можно покупать впрок, то есть Мгм. какими-то большими тарами и прочее. Ну, то Мгм. есть не обязательно покупать только вот я съем это за неделю и все, да. Мгм. Но это, я думаю, очевидно. Так, дальше. И используйте обязательно какие-то дисконтные карты или бонусные системы магазинов. Да, Большие маркеты накопители. частенько, да, дают такую возможность, когда вы можете, покупая продукты, накапливать баллы, Потом которыми ими- вы в последующем тоже можете расплачиваться. купить другие продукты. Мгм. уже. Это воспитывает как бы лояльность вас к какому вот то ни было магазину, например. Тоже удобно. Так, давайте уже пройдем к тому, как избежать излишков. Мгм. Очень рекомендую перед тем, как собраться по магазинам за продуктами, сделать ревизию у себя дома, ревизию ваших запасов. То есть это могут быть какие-то залежалые крупы, которые вы купили там, не знаю, в припадке каких-то модных веяний, да, какое-то киноа, семена чиа и прочее, да. Это все у вас, все должно быть на виду. Потому что любые продукты, даже вот такие вот, да, допустим, крупы и Имеют прочее, они срок имеют срок годности. Если вы не будете их вовремя употреблять, соответственно, они будут терять свою годность. Мгм. Поэтому все продукты, они не должны быть запрятаны в шкафах. Желательно их организовать так, чтобы они Емкости, да, вот такие? да, в каких-то контейнерах одинаковых, красивые, чтобы они были, чтобы вы шкафчик открывали, и у вас такая красота. И Или чтоб не можно было на пластиковых- открытой полке. Я вот Или на недавно открытой купила полке, себе да. емкости. И в баночках какие-нибудь Да. красивых, да. Да. Потому что пластиковые вот эти упаковочки, да, в которых обычно продается, Мгм. они немножко выбивают из колеи, там не видно, какое количество осталось, Да. насколько его хватит, какой там у него Срок не знаю, годности. срок годности. Ну, срок годности как раз-таки на упаковке можно будет видеть. Когда вы пересыпаете в какую-то тару, желательно где-то приписать наклеечку какую-нибудь, да, скотчем Да. прилепить. Мгм. Срок годности до такого-то. Мгм. Вот. И очень рекомендую после всего, как вы ревизию сделали, прям список. Мясо там 2 килограмма примерно, да, на 2 куска, например, на 2 ужина. Гречки там на 2 ужина, примерно так раскинуть. И согласно этому списку составить меню на неделю.
Это очень просто. То есть вы берете день недели и раскидываете все эти продукты по дням недели. Так, и, конечно же, съедать скоропортящиеся продукты заранее, в начале недели, то есть ставить их в меню в начале недели. И также можно замораживать какие-то вещи, например, хлеб, который немножко такой, ну, вчерашний, да, например. Катя, а как ты относишься вот к нашей традиции покупать мясо много осенью, Мгм. потом в течение сезона его кушать? И потом получается, что очень много копится. Да ради бога. Просто, знаешь, нужно их употреблять как-то грамотно, не мякоть одну съесть там за 1 месяц, например, Мгм. да, а, допустим, как-то разделять мякоть, там, ну, как-то вот по способу приготовления, так думаю, Мгм. суповой набор, чтобы не было одинаковых излишков. Мгм. Вот, ну, традиционно я хочу сейчас представить видеоотчеты наших участников, посмотрим, как они справились с заданиями прошлых передач. Закончились праздники, начались отчеты. На самом деле, за время выходных мы не забывали о своих обязательствах о накоплении средств и продолжали их. За время выходных были выполнены задания по расхламлению, по экономии и по откладыванию средств из основного дохода. Все исполнено. Продолжаем дальше. Спасибо. Но, как всегда, наши семьи молодцы, справились на отлично. Причем я хочу заметить то, что у Лонгиновых подключился также к нашему процессу, скажем так, и отец. Он уже сам снимает видео, монтирует, сам складывает денежку, тоже принимает активное участие. Поэтому, дорогие зрители, тоже подключайте всех членов семьи и путешествуйте как можно чаще. Задание на следующую неделю. Сэкономить на покупках в течение недели, выручить на этом 2500 рублей и сложить в нашу копилку. Путешествие мечты не за горами, будьте с нами. А чтобы мы не забывали, для чего мы все это делаем, как всегда, я хочу рассказать вам о 5 самых интересных местах нашей планеты. И сегодня мы поговорим, наверное, актуальнейшую, ну, по крайней мере, для меня, как для фаната, тему. Это места съемок телевизионного шоу «Игра престолов». Ожидаем финальную серию, да, и помечтаем о тех местах, куда можно вот реально поехать и вот пройтись по тем местам, где ходили наши любимые Ой, как актеры интересно. и персонажи. Итак, первое – это Лазурное око. Находится в государстве Мальта. Это один из символов этого государства. 28-метровая скальная арка естественного происхождения. Располагается на острове Готса. Создатели «Игры престолов» выбрали это место для съемок красочной свадьбы юной Дейенерис Таргариен и Кхала-Дрога в первом сезоне этого сериала. Между прочим, тут не только «Игры престолов» снимались, да, но и множество фильмов, начиная, допустим, от «Битвы титанов» до «Одиссеи» Андрея Кончаловского. Но, к сожалению, это место сейчас уже не очень актуально, потому что эта арка, увы, рухнула во время шторма аккурат 8 марта 2018 года. Только хотела спросить, как добраться. И вот я советую вам не ждать, пока это случится с какими-то другими достопримечательностями, и путешествовать как можно чаще, как может у вас получаться. Едем дальше. Самое фотографируемое место с туннелями и серыми буками из вьючных вот таких вот стволов находится в Северной Ирландии, называется Dark Hedges, который был использован в качестве декорации Королевского тракта. Вы его найдете во 2 сезоне, когда Арья Старк, переодетая в мальчика, направляется на север в поисках своей семьи в компании Йорина, Джендри и Якина Гара. И вот, получается, сейчас это место стало туристической достопримечательностью, оно свободно в доступе. Можете также поехать туда и сделать прекрасные фото, и также проехаться по этим прекрасным дорогам. Едем дальше. Да, зубодробительное название, конечно, Грётагья.
находится в Исландии. Это грот, это лавовая пещера с термальными источниками. Там может быть снаружи снег, лед, пурга, шторм, все что угодно, минус 40 градусов мороза, а внутри очень тепло. Термальные источники могут достигать температуры 50 градусов по Цельсию. Это направление я рекомендую посетить романтическим парочкам и повторить вот это вот романтическое приключение, которое испытали юный Джон и его возлюбленная Игрит из «Одичалых». Так, наверное, поедем дальше. Севильский Альказар. Это находится в Испании. Очаровательный средневековый замок, который послужил декорациями для съемок «Солнечного Дорна». Это королевский дворец, цветочные сады, искусно выложенная отделка внутренняя, да, во дворике, где вот маленькие песчаные змейки резвились, а взрослые в прохладных мраморных залах плели свои интриги. Этот замок показывает все могущество и богатство дома Мартеллов, что, в принципе, все наглядно очень видно. Красота Тоже вполне прям. себе доступное направление. Это Испания, город Севилья. Тоже довольно такой интересный и довольно активный экскурсионный объект. Едем дальше. Я на десерт оставила самое-самое, я так думаю. Это город Дубровник, туристическая столица Хорватии, которая стала настоящей столицей Вестероса. Тоже фанаты сериала заполонили его улицы, прекрасные мощеные дороги, старинные дома с черепичными крышами. Продюсеры выбрали именно эту площадку для натурных съемок Королевской гавани, потому что старый город Дубровника – это прекрасно сохранившиеся замки с отвесной скалой, который прямо заканчивается на берегу моря. Очень красиво и живописно. Ну, к счастью горожан, конечно, там дикого огня никакого нет, залежит, поэтому вполне безопасно туда поехать. В принципе, стоимость натуры в это Зато направление. сколько локаций для фотосессии. Да, да, это будет запасно на всю жизнь, я так думаю. Так что всем фанатам и не только фанатам рекомендую посетить эти прекрасные места. Обращайтесь к нам в «Красный чемодан». Мы можем подобрать любые туры, любой сложности, куда бы вы ни хотели. Даже я не являюсь фанатом, немножко узнала на этих фотографиях места, потому что я смотрела только первые сезоны. Даже я, которая не смотрела ни одной серии, захотела туда Захотела, да? съездить. Да. Так Очень этих мест живописные еще места. десятки. Ага. Далее небольшая реклама, дорогие телезрители. Вы смотрите «Город женщин», гармония, семейное счастье – это наверняка то, к чему стремится каждый. Именно поэтому мы сегодня пригласили в гости очаровательную Алену Пестрякову, многодетную маму. Это мама нашей юной гости Настеньки. Здравствуйте. Здравствуйте. Настенька, присаживайтесь, пожалуйста. Ага. Мы очень рады вас видеть. Настя уже помогла, да, Юляне? Да. Здорово. У вас еще есть двое младших. Да. Ага. Алена, расскажи, пожалуйста, вот по-вашему, что такое семья? Вот у вас большая семья. У нас, да, Ага. большая, многодетная считается. И с появлением большой семьи, насколько меняются вот взгляды на жизнь, вообще приоритеты? Ну да, приоритеты, соответственно, они не то что меняются, они ставятся по-другому. Да? Но в моем понимании семья, она должна быть полной. Да? То есть это обязательно должны быть дети. Один ребенок, двое детей, да. Ну и, соответственно, перед появлением детей мы же все готовимся, мы все планируем. То есть это, как сказать, ориентиры, они все равно заранее у нас уже закладываются, да, вот эти вот, когда мы планируем. И приоритеты, соответственно, тоже мы уже знаем, где нужно отступить, да, от каких-то личных амбиций, может быть, там, да, на первое место все-таки семья всегда ставится. Расскажите, пожалуйста, о своей семье, о своих детях. Да, у меня вот старшая дочь, Настя, 12 лет, и младшие у меня двойняшки, мальчик и девочка. Вот. Как здорово, прям Да. мечта, мне кажется, многих разнополые двойняшки. Да, если честно, да, это вот прям очень хорошо.
тем более для меня, да, потому что я очень боялась, что будет 2 девочки. Ага. Я когда узнала, что там мальчик, я очень радовалась. Да. Ну и, если честно, по характеру, да, они все разные, да, у меня дети получаются. Им сколько лет? Младшим 5 лет. Мгм. Мгм. Они сейчас такой у них возраст довольно, они очень любознательные, очень общительные. Вот Да. они, да, на Да, это фотографии они у мы их меня. видим? Да, это мы Все вот на вместе? семейном отдыхе. Мы вот любим с семьей куда-нибудь выезжать. Да, вот после работы может собраться быстренько и выехать на природу. Там. А насколько важно детям вообще в семье иметь традиции? Традиции, да, важно. Это все-таки в детях формирует культ семьи, да. Традиции, они все-таки тоже имеют значение большое. Да, вот в нашей семье, ну, как таковых вот традиций, да, вот, ну, одна из наших традиций, наверное, это вот выезды на природу. Вот. Мы еще с мужем, да, стараемся уловить этот момент, когда дети маленькие, когда мы все вместе можем всех собрать и куда-то выехать. Для нас важно, чтобы мы были вместе. Ну, чтобы дети потом уже, когда повзрослеют, у них вот это заложилось. Чтобы они потом уже вспоминали тоже о том, что вот мы с родителями выезжали куда-то, да? Да? Ага. То есть Ну, своим собственным примером, да? Ну, Настя, вот расскажи, пожалуйста, ты как старшая в семье, чем любите вообще заниматься, когда вместе? Малыши тебя не напрягают, они наверняка балуются Нет. сильно. Не сильно. Вот, мы любим вместе сидеть и играть, и рисовать. То есть я им говорю, давайте порисуем. Они такие сразу, да, давай, играть. Ты как командир маленькой банды, получается, Да. да? Они послушные, слушаются тебя, ты Да. для них авторитет, наверное. Здорово. Здорово. Алена, скажи, вот, а как вот сложно вообще держать гармонию в воспитании мальчика и девочки? Тем более одного возраста, Да, да? тем более Как баланса Ну, достичь? баланс, да, вот нужно держать, потому что к девочке подход один, к мальчику другой. А И возраст потом вот- один? А возраст один, да. И вот, ну, нужно, да. Нужно вот на помощь, кстати, здесь приходят уже психологические книжки, может быть, да. Я очень люблю читать Петрановскую, вот она дает хорошие советы, как вот поступать, вот в вопросах воспитания, там очень много вот можно найти для себя, вот что-то новое открыть. Ну, в гармонию как бы, да, можно найти, потому что здесь не только малыши, да, получается 5 лет, но тут еще и подросток у меня, поэтому гармонию нужно вот, да, маме с папой Вылавливать приходится, каждого да. ребенка, получается. Да, да, да. А вот вы как мама, как женщина, наверняка в современном мире много опасностей, да? Пытаетесь от чего-то оградить или наоборот, как вы их вводите в этот большой мир? Ну в этом плане мне, так сказать, немножко повезло, да. У меня есть своя школа безопасности, называется «Стоп угроза». Так, и мы вот как раз с детьми проводим вот тренинги по безопасности в этой школе. Ага, и вот с детьми своими, получается, я тоже вот на эти темы разговариваем. То есть я вот что-то где-то вычитала, я им рассказываю об этом. А вы знаете, что, оказывается, можно сделать так? Да, Настя знает, мы с ней все время эти темы обсуждаем. Вот. Если вдруг там ты идешь по улице, и кто-то решил там с тобой заговорить посторонний, что нужно сделать? И она вот уже как бы знает, алгоритмы у нее есть. С младшими то же самое. Вот. В этом плане, да, как будто бы. А какими людьми вы бы хотели воспитать своих детей? Ну, детей, как, воспитанными, культурными, образованными. То есть, ну, тут стандартный пакет, конечно. А с мужем вот у вас один взгляд на воспитание детей? Да. Или он раз? Один. Вам повезло. Да. Никаких у вас вопросов не возникает в воспитании, например? Ну, Мама бывает. разрешает, а папа не разрешает. Скорее наоборот. Как вы выходите Скорее из этой наоборот, да. ситуации? Мама Как запрещает. находите Мама обычно злой компромисс? полицейский. Да. Ну, стараемся найти компромисс все-таки. Мгм. Да, вначале, если дети подходят ко мне, просят что-то, и я Не им получив это, разрешаю, идут к они папе? идут к папе. Папа говорит, мама что сказала? Ну и все. На этом, То, в что мама принципе, да. сказала, то закон, да? Ну, не совсем, да, но Обсуждаемо, да, в общем? обсуждаемо, да, да. А как есть, находите ну, вот таких вот баланс именно в конфликтов нет. общении с мужем, чтобы
не всегда, чтобы вы были плохим полицейским, или чтобы он всегда был плохим полицейским, чтобы как-то разделять. С утра до Разделяем. план. Сегодня я хороший, завтра. Нет, ну у нас таких прям планов дети нет. всё равно чувствуют. Дети это чувствуют, да, и по настроению они чувствуют Да. это все. Вот это, думаю, сыграть очень сложно, если что. Ага. Да, да. А вот как вы относитесь к делегированию воспитания детей, допустим, привлекать ли вы бабушек, родственников, нянь, там кого-нибудь? Все-таки многодетная семья. Да. Я с двумя-то еле справляюсь. думаю. Ну, если честно, нам вот до 3 лет здорово помогли бабушки с дедушкой. О, святые Да, люди. да, с двойняшками было сложно. Первые 3 года это было очень сложно, и хорошо, что у нас был тыл, который нас защищал, да, и где-то помогал. Вот. А вот без них, вот без помощи, действительно, мы бы, наверное, немножко бы, да, устали очень сильно. Да. А Настя, ты прям с рождения малышей за ними ухаживаешь вместе с ними? Нет. Никак Как нет. это все у вас сложилось? Помогаешь, наверное, да? там Да. всё там? А не хочется Стирку пойти будет. погулять и сказать, ну, мама, я не буду сегодня с ними сидеть. А у тебя есть какие-то вот свои обязанности дома? Обязанности? Да, которые ты выполняешь регулярно. Вот тебе мама не говорит, но ты это делаешь. каждый Да. раз. Это что? Помыть полы, убраться дома, вытереть пыль. Короче, все. А для малышей, Мама когда вы будете хорошо вводить? устроилась. А для малышей, когда планируете вводить вот эти домашние обязанности? Ну, постепенно, да, будем вводить. Ну, в 1 класс пойдут, и уже, наверное, потихонечку будем. Сейчас они у меня уже, ну, собирают за собой игрушки, ну, вот такие мелкие обязанности, которые там, если мы готовим кушать, то они очень любят помогать. Там, да, вот что-то режут, мешают, это им очень нравится, и поэтому мы вот, ну, вот этим занимаемся. Здорово. Постепенно. да. Будет так у всех. Спасибо большое, Алена, Настенька, за то, что подошли к нам. И чтобы Поделились. гармония в вашей семье всегда пусть сохраняется. Спасибо большое. А далее давайте посмотрим итоги нашей фабрики идей. Дорогие друзья, я хотела бы вам показать итог моей работы сегодняшней. Посмотрите, какая красивая, гламурная карандашница у меня получилась. Я использовала, значит, такие материалы. Стаканы стеклянные, 3 штуки, и доска, деревянная доска. И так как я их покрыла одним цветом, эффект такой получился, как будто бы они все из одного материала, да, сделаны. Да. И не скажешь, что это деревянное, это стеклянное. В общем, ну, конечно же, вы можете использовать и баночки простые, почему нет? Можно простые баночки взять, приклеить. С помощью клея горячего пистолета я приклеила жемчуг и придала тем самым вот моей карандашнице такой гламурный вид. А красить надо только снаружи, да, получается? Да, достаточно Достаточно. покрасить только снаружи. Поэтому краска, она такая очень едкая. Конечно, если вы с детьми это делаете, лучше, конечно, маску одевать. И в хорошо балконе там. проветриваемом помещении это делать, потому что вот даже вот сейчас, вот, когда я вот красила, прямо такой вот дымок. Ну, ты использовала такой спрей, а какую другую еще краску можешь посоветовать, чтобы действительно... Никакую. Ну, для дерева можно обычную акриловую, а вот именно стеклянную возьмет только спрей. А вот с этой губочкой нет? Ну, губочкой, да. Там Губочкой просто можно. текстура будет немножко. Да, там будет такая шароватая, да? немножко 3D А, выпуклость. тоже неплохо. А тут она получается гладкая, понимаете? А, Вот. Здорово. Цвет, естественно, выбрать можете сами по своему настроению. Девочки, мы сегодня вот говорили именно о гармонии, о том, чтобы о балансе внутреннем, да, и о творчестве. Юлиана, как раз твоя тема. Мне кажется, секрет твоей гармонии мы раскрыли сегодня. Да, это очень хорошо. Очень полезные сегодня были гости. Даже много узнали сегодня нового. И по нашей сегодняшней вот семье видно, да, вот чувствуется, что вот от них атмосфера идет такая вот счастья, тепла. Видно, что они все делают вместе, с мужем гармония. Поэтому побольше бы таких семей, побольше бы таких родителей. И путешествовать вместе всем, да? Да. обязательно, да, потому что путешествия, они тоже развивают, в том числе, я думаю, эмоциональный интеллект тоже. Да, по-любому вот мировоззрение ребенка меняется. Он видит, что бывают люди и такие, ну, разных национальностей, ведут себя по-разному. Так, на этом и
позитивной ноте мы завершаем наш эфир. Дорогие телезрители, команда «Пятницы» уже в строю, так что будем с вами. Обязательно нам пишите, возможно, именно ваша тема станет темой наших следующих эфиров. Всего вам доброго!